Творческое объединение «Близнецы» и компания «Ова Медиа» представляют Константин Куцевалов, Сылдыс Калынду и Алча Оржак в Шуде-шоу «Тувинское время». Добрый вечер, друзья! И мы сегодня записываем Шуде-шоу «Тувинское время» с замечательным гостем. Но представлю соведущих. Это Калынду Сылдыс, Константин Куцевалов. И в середине синего дивана боец ММА, кандидат мастера спорта, мастер спорта, всего мастер, ломастер Кыргыз Аржан. Привет, привет. Аржан, как у тебя дела вообще? Ну, с переменным успехом, я считаю, отлично. Ну, такое обычное состояние. Я хочу сразу вначале сказать, Аржан человек сильный. Так что мы смеемся. Когда он смеется. Поэтому мы будем немножко сдержаны, да, сегодня в своих. Шучу. Ну-ка, Сылдыс, пошути. Ага. Сам шути. Аржан, какие планы на будущее? Вообще на ближайшее будущее, на далекое будущее? Для меня план остается всегда неизменным: развиваться, становиться лучше, быть умнее, сильнее. Нет, ну вот скажи, а в плане спорта ты все? Да. Я в последнее время очень часто об этом задумываюсь и ловлю себя на мысли, если об этом задумываешься, надо уже завязывать. Но все равно спортивное сообщество меня не отпускает. Федору Владимировичу позвони, эти слова скажи. Это Федор Владимирович, который этого мочил. Емельяненко. Чела Сонана. Да. Ну его тоже. Это же мы сейчас про Федора Емельяненко говорим, да. да? Я просто человек настолько далекий от ММА, UFC и что там еще есть? UFC это ММА. Конор Макгрегор есть еще. Да, было такое, да. О'Коннор. Джон О'Коннор, я его называю. Джон О'Коннор. И второй есть этот, в папахе. Хабиб. Хабиб, да. Хабиб Макгрегор. Нурмагомедов. А кто сильнее, Хабиб или Нурмагомедов? И этот, да, он. Вернемся к тому конкурсу, который... Ты какое место занял там? Вот я пытался написать пост, поэтому меня ребят просили. Каждый спортсмен-друг мне на завтра пишет: ты какое место занял? Я говорю, я просто лауреат стал, а для них это... Ну что там, серебряный, бронзу и какой ты там? Какое, второе или третье, я говорю... Это типа финалист. Да. Я говорю, не знаю, понятно, бывает, мне начинают сразу решать. Для меня это была вообще победа очень. А насколько сложно было готовиться к вокальному конкурсу? Да нет, даже не сложно, а сам выход на сцену, как тебе? Волнение было? Я перед выходом, у меня прям сердце чуть не останавливалось. Да мне было бы легче там 10 раз подраться. Всех участников. А потом я вышел, начал петь, и как-то смотрю, все, знаешь, такая атмосфера. По-доброму, да? Да, все доброе, ничего страшного, оказывается. Потом как-то расслабился, я даже... Получил удовольствие? Да, напряжение хорошее было, эмоции, не удовольствие, а эмоции очень яркие были, запоминающиеся. А кто был вторым? Мой партнер, это была певица Айкыз Кыргыз, очень такая сильная. Вот, кстати, я вам советую обязательно пригласить, очень сильная личность. А кто формировал ваш репертуар? Что вы пели, как вы выбирали? Мы методом проб и ошибок пели. Например, Сансару я навязал прямо, хотел спеть эту песню. Песня Баста, да? Да. Сансара. В итоге так получилось. Айкыз мне пыталась, но она все-таки профессионал, а я дилетант, да, она мне объясняла, что вот надо это шоу, надо там такие там зажигательные песни, такие. И в итоге действительно так получилось, когда мы уже пропели, посмотрел на видео все это.
не понял, что вот она все говорила, как надо было так делать, типа, а я пытался как бы по-своему. Да. У меня в моем случае было так, что Айкос очень высокую планку мне задавал. Она говорила, давай вот эти песни споем, и включала, а я прям, там вообще ужас происходил. А вот, кстати, мне кажется, плохо, но вот есть такая штука, допустим, когда партнер очень хорошо поет, ну, ты, соответственно. Ну, так и было, на самом деле. И когда партнер пытается выделиться, да, показать, насколько он круто поет, а получается, ты-то, ну, естественно, ты не поешь как профессиональный певец. Вот были такие пары, когда партнер звездный пытался очень хорошо петь, а вот напарник плохо. А у вас, я так понимаю, у вас вышла идеальная гармония. То есть она и сильно не пыталась перепеть, да, то есть высказать, да, я вот пою. Возьму, да, я вот в голосе. Да, участвовал. А вот я именно ноги его за руку и было, оказалось, что все ровно. То есть как будто бы вот, я вот слушал, даже не мог поверить я, за кулисами. Нет, Аржан, я тоже там в твоем инстаграме видел, как ты выступал. И тебе надо чуть-чуть поживее надо было. Представь, я первый раз вышел на сцену вообще за свою жизнь. Я там вышел. Ну, вроде, думаю, вот... Микрофон, отдирали микрофон. Я целый месяц с Ютуба не слазил, там смотрел за движениями этих артистов, и там я, надо так сделать. Потом смотрю на видео, блин, что за ужас. А вот артист, получается, спортсмен, получается, выступил в роли артиста. А можно ли, интересно, наоборот, артист в роли спортсмена? Да, конечно. Все люди, которые отдаются какому-то делу, они все равно эмоционально, духовно, физически закаленные люди. Поэтому любое дело им дается немного легче, чем людям, которые не тренируются. Вот мы нашего перезаслуженного артиста Салыса вот можем подготовить на чемпионат республики по ММА? Я думаю, без проблем. Подготовить, да? Победит он вряд ли. Подготовить-то меня подготовить. Все зависит. Я в детстве участвовал в каком-то турнире по борьбе. Вот. Там была очень комичная ситуация. Ну, вот четырехклассники. Тебе 30 лет, а там малыши. А там четыреклассники. Да, нет, мне тоже, я был одного возраста, и там идет же первый круг, и, ну, вот мой соперник не вышел. Я такой, круто, я там попал в 32. Сижу, думаю, потом... Нет, там было больше. И потом следующий круг, еще что-то с моим соперником случилось. Я как бы вот, получается, уже восьмерка. То есть... А ты не боролся еще? А я еще не боролся ни разу. Травил, что ли, или что? Нет, ну, он там ходил просто. Я просто ходил, я такой думаю, вот сейчас повезет, я уже буду, призер. В четверку, когда входишь... Призер. Ни разу не отборолся. И уже ну и мне не повезло, конечно. А так Шудак-то был? Да кого это же вот в школе это все было? Или в лагере, ну в общем. Спортивный театр. Да, и ну вот, и таким образом я уже там полуфинал или там что было, я уже вышел. Ну, конечно, меня там присобачили к земле сильно. Это как мельница. Вот, вспомнил этот прием. Меня... на бедро, вот это, на бедро. Вот. На бедро меня взяли, и я... Ты два приема уже знаешь. Да, ну вот, которые ко мне применили. Один в школе, другой потом, после, да? То есть у меня, если взять чисто статистически, у меня 2 выигрыша в борьбе хуреш. Вот. А то, что ты детей травил, там ходил. Уже побед перевес. И вот это вот соревнование меня очень сильно закалило. Я понял, как трудно профессиональным спортсменам дается их победы. Шутка такая старая есть, типа выходит, в КВН, кстати, была, входит человек и говорит, ты что опоздал? Да у меня там спарринг такой был вообще, 1 против 10, и что? Да мы его хрен завалили. Нет, давай ты на хуреш. Костя очень хорошо борется, кстати. Кстати, Сылдыс Мангуш сказал, что он может тебя подготовить не к Надуму, допустим, но хотя бы к 1 мая на турнир шестилеток. Да. Давай? Надо попробовать. Попробуй, Костя. Ребята. Тебе и веса хватает, и, не совсем. Да вот как раз про вес-то я не знаю, как сейчас... Народ очень тепло будет принимать. Да. И ты прямо можешь снимать репортаж из этого, из-под Чанмёге. Когда он меня ломает. Это был Константин Хуцвалов. Это прям запомнится. У тебя же есть сильная сторона.
Ты когда вступишь, ну, когда вы схватитесь, ты можешь ему шутку наговаривать на ухо, и он от смеха будет падать. И так ты можешь один раз... Нет, я просто офигею, если он выиграет. Представляете, если он выиграет? Причем соперники падают и хохочут. В чем дело, в чем дело? А он там им шутки рассказывает. Существует поверье, что каждый мужчина должен за свою жизнь хотя бы один раз вокруг нашего флага, вокруг танец орла танцевать. Для этого нужно победить. Достаточно. Я не знаю, я когда все уходят, я прыгаю так вокруг этого. Можно и так. Нет, просто я понимаю, что мне ловить там нечего. Я как бы... Нет, мне нравится борьба. Я просто меньше буду всех. Я надо, мы все. Там намного меньше ребята есть. Вот я-то там, по национальной борьбе вообще не тренируюсь, но для себя, для меня надо, например, это как священное, надо выйти в числе там борцов, выйти протанцевать. Давай, 1 мая. Вдвоем. Попробуем? Да. Я буду это все снимать. Мы с тобой. Нет, ну мы это шудак оденем, там выйдем, будем бороться. Вдруг нас по-любому схлестнут там с Чанмэгэ, там. Если еще вернется великий. Там же такая ротация, молодой борец против... Да. Нет, первые схватки нормально, можно пролететь. Проскочить. Да, вот если Сылдыс пойдет, у него тоже спортивная удача у него уже есть, он где-то 2 схватки так пролетит. Прикинь, он выходит против, там, допустим, Карасан Лареса, хватается, Карасан Ларес просто спотыкается, падает, и Сылдыс просто стоит и побеждает. У меня такое подозрение, что я всю свою спортивную удачу лет 25 назад уже исчерпал. Да нет, ну мало ли, всякое же бывает в жизни. Но надо крепко задуматься об этом. Шуде-шоу, короче, идет на Хуреш. Пока только смотреть. Надо Шудак же. Да, шить. Это сложно. Ты такое ощущение, сам будешь шить его. Это неотъемлемая часть доспехов мужчины, я думаю. У меня есть. Каждый мужчина должен. Ну, представь, это потом ты один раз отборешься, весь пот, потом ее на высокое место, уважаемое, почитаемое место поставишь на всю жизнь, потом своим детям еще передашь. Это дух, мужской дух там будет. Вот как не согласиться с этим человеком? А после схватки мне там очень много духа будет. Нет, видите, вот я к чему это говорю? Вот мы только что разговаривали про мое участие там в конкурсе пения, да? Вот я вот никакой артист, я взял и попробовал. То же самое. Не побоялся выйти? Да. Вот, я тебе говорю, Костя. А на борьбу, получается, на соревнования можно, ну, любому человеку записаться, да? Конечно. Ну, я просто думал, есть какой-то отбор, то есть ты кто скажет? Мужчина. Я Сылдыс Калындо. Извините, пожалуйста. Что ты вести пришел? Ну, надо, я участвовать. Каждый считающийся мужчина должен, ну, почему в древности, например, борьба в надум считалось это показать, ну, показывать свое войско, как пересчет войска своего считалась Тувинская Народная Республика, и поэтому я считаю, тот мужчина, который может ходить, может там чуть-чуть бороться, надо выходить и станцевать танец орла. Это в году один раз, надо попробовать. А скажет вдруг, что он уже вообще не борец, что он поперся? Да. Но это потом скажут. Все могут говорить. Вот меня, например, я там выхожу, у меня сразу ребята маленькие уходят, бросают, но я все равно, ну, каждый для себя, у себя правда. Я, например, выхожу, не боюсь этого проиграть, там много злых языков говорят, там, да, он там дерется, куда он лезет, то и то, он вообще никакой там борьбе и так далее, ну. Это и злые языки, это их не проблемы. Но зрители не освистают. Я думаю... Да нет, если, допустим, Костя Куцевалов выйдет, я считаю, что зрители наоборот будут. Зрители за смелость, да не только... Да, ты за какой козыл будешь бороться? За козыл, конечно. Нет, я на самом деле для каждых мужчин, я постоянно это говорю, там ребята есть, которые ударники, кикбоксеры, бойцы, я все равно всем навязываю это, говорю. В году у нас один раз в году все там тувинцы, все мужчины, вы должны вставать, выходить и станцевать танец орла и состязаться в борьбе равных. Перейдем к другой теме. Давайте про ММА поговорим в Туве. Что у нас со смешанными боевыми единоборствами в Туве? У нас с талантами земля очень богата. Каждый
в зал, в который парень заходит, он в каком-то аспекте, с какой-то талант есть, какие-то данные есть. Надо, у нас просто условий нет, возможностей нет. А что сделать? Ну, деньги, да? Это огромные деньги. Вот я просто для примера скажу. Самый первый в Сибирь отобрались я, Игитаян, Солангы и Айбек. 4 поехали. Поехали на чемпионате России. Это самый главный старт в России. Все готовятся, там очень много титулованных бойцов. Мы там взвешиваемся, идем в раздевалку, достаем из пакета колбасу, майонез, хлеб и кушаем, сидим. Вот представляешь, там чай, там чай с молоком, короче, разлили и пьем. Около нас сидят парни. Капельницу сюда в ногу одну ставили, другую сюда, и тут у него в контейнерах еда приготовлена. То есть врач, у него давление, все меряет. Ого. Команда целая уже после взвешивания сразу прокапывается. И вот мы тогда начали понимать, что это уже... Какой разный уровень вообще всего. Ну да, вот мы просто сидим там, ребята... Спортивная медицина, это же очень важно. Ну, это очень один из самых важных аспектов на сегодняшний день. Ну, человек, например... Так, а вот уже говорят про этих же все лыжников-то, норвежцы или кто, все астматики. Но. Да, все астматики, а бегают как угорелые. Да, и все пьют какое-то лекарство от астмы. Да, от астмы. Которое содержит допинг. Да. Ну, так же, как Сирена Уильямс. Там Сирена Уильямс, он здоровее Аржана в 2 раза. Там такая тетя Сирена Уильямс, там просто, реально. Там Шварц позавидует, елки-палки. Я болею, мне надо вколоть что-то там. Так она нифига запуливает этот мячик-то, который ракеткой. Там ракетка рвется. Стальные струны, бам, и они гнутся ж. Ну, чё говорить. От бас-гитары туда. А зато нашу бедную Шарапову из-за какого-то мельдония там прикрыли. Ну, мельдония, тем более, это препарат, который прописывают для беременных женщин. Он никакой не вредный. Так еще прикол в том, что так и не доказали же, да, чем именно конкретно мельдоний помогает спортсмену. Да просто внесли его, потому что российские спортсмены его используют. Российские спортсмены едят кашу, сейчас кашу тоже запретят. Скажут, это вообще влияет что-то. В этом плане, вот на самом деле, даже далеко не надо уходить. Вот наши даже чемпионаты России, чемпионаты Сибири, посмотришь, там то же самое. Везде политика, везде деньги. Например, на чемпионате Сибири те регионы, которые большие, да, которые выделяют деньги на подготовку спортсменов. Например, там Красноярский край выделил 2 миллиона рублей на подготовку своих самбистов на чемпионат России. Сколько? 2 миллиона рублей. Только там проезд и фармакология и так далее. Там Свердловская область, там 50 миллионов тратить. Соответственно, у них и шансов больше. Выхлопа больше. Соответственно, там и судей своих везут и так далее. У нас как суп в баночку, езжай. Не, еще это. Факт в том, что вот на чемпионатах Сибири тренерам платят, да, чтобы там у тебя твой ученик попал, завоевал путевку на чемпионат России, и, соответственно, у него деньги повышаются. И поэтому, даже ближайшие там на чемпионатах Сибири так нас засуживают, что вообще мама не горюй. А на чемпионате России и подавно. Вот там надо выигрывать в чистую, прям чтобы нокаут там прям бам! Там надо на голову выше становиться, а чтобы становиться на голову выше, надо к условиям, да, возвращаемся. Условия, фармакология. Как вообще приучить народ не мусорить? Вот как? Ладно, не убирает это из ТТБУ ничего. Сами-то тоже мусорим. Я в этом во всем вижу лень, прежде всего. Если человек лень, я просто по себе немножко пример приведу. Если я, допустим, просплю там, что редко бывает, там до 12 дня, я встаю никакой, вот мне даже до мусорки идти, там, лень, я в кармане оставляю, думаю, ладно, потом там дойду. Целый день такой ленивый проходит, очень тяжело, ты везде не успеваешь, многие вещи на завтра переносишь. А когда ты там в 5-6 утра встал, сделал пробежку, там, позавтракал, все как по часам, все сделал, все запланировал. Почему бодрее себя чувствуешь? Когда вот так рано насыщаешь кислород там свежим воздухом, ты разгоняешь свое тело, все работает, ты вообще у тебя нету понятия там лени. Твои биологические часы работают именно так, как сказал Аржан. Я вообще никогда, не буду врать,
Ну, бывало, да, что я там, но я просто поздно засыпал, допустим, и просыпался в 12. Но я вообще не могу спать допоздна там. Я просыпаюсь в 9, я уже где-то бегаю, где-то у меня дела где-то. Или просто я уже проснулся хотя бы. Я хотя бы душ в это время принимаю. Есть люди, для которых 9 часов это раннее утро. Ну, да, вот у меня была такая проблема, я не мог очень долгое время просыпаться по утрам. И как ты это делал, если не мог? Ну, не просыпался просто. Что я делал? Не, там был прикол, что я в школе, когда учился со второй смены, я даже эту смену умудрялся проспать. Это талант. Это великий талант. Ну, як бы ходил тогда, учился. Ну, как бы я потом ходил туда, но уже на какой-то из образовательных профилей. Что делать с этими собаками? Это реально страшно. Да. Я сейчас хожу по улицам, реально страшно. Каждый выпуск обязательно затрагиваем, обсуждаем вопрос мусора. Да? Как раз молодцы, благоустройство. Вот эта красноярская компания, кстати, решила вопрос. Ничего она не решила. Она, по-моему, соскочили вообще. Номер дать? Адрес лучше дать. Ну, меня во дворе, благо, почему-то всегда выбирают. Так что меня... Смотрит, ты утром бежишь, сразу за метлу. Да. У меня старшего сына в детстве собака покусала, он до сих пор боится. И это на самом деле, если это будет вопрос касаться детей, конечно, тут уже отцы выйдут с ружьями. И будут я тебе говорю, у меня уже есть такой мне кажется, прецедент, и я уже не знаю, что делать. У нас потому что во дворе уже их так много стало. Их просто нереально много, они прям тучами. Там не детям, там взрослым, я имею в виду, что страшно. Мне кажется, это вот до первого инцидента. Вот сейчас возьмет, как говорится, не дай бог, случится, и вот... Собака на свободном выпасе кого-нибудь покусает. Но мне вот это бесит, что они реально все с ошейниками, то есть у них есть хозяева где-то. Да, их надо штрафовать за это. Надо, да. Так ты там думаешь, семья, которая... Ну, держите вы своих собак у себя в огороде, в ограде. Цепь посадите, все. И еще, кстати, вот проблема, об этом даже кинологи говорят. Если мы всех собак уберем, ну, грубо говоря, уничтожим, а кормовая база, если останется, придут другие. Крысы могут прийти, даже говорили про лис. Я не знаю, откуда лисы придут, но... Ну, да они волки, придут. Медведи. В город, конечно, вряд ли, но деревня, да, вот те же поселки, да, вот тот же Кахем, допустим, городского типа, там те, которые приближены, там, да, там, так далее. Сукпак тот же самый, населят вот эти вот самые лисы. У меня 2 собаки и кот, и все они у меня на цепи. Нет, кот-то нет. Респект дня. Перейдем мы, наверное, к нашим респектам. Что мы сегодня обсудили? Мы узнали, что спортивная медицина в других регионах более развита. Почему более? Она там вообще развита. Просто развита, у нас не развита. У нас вообще нету, понимаешь? У нас кроме супрадина никто ничего не употребляет. Нет, ну сейчас в этом году уже Министерство спорта уже в этом направлении, да и глава республики в этом направлении уже какие-то подвижки есть. Спортивный диспансер передали Министерству спорта. Вот последние зимние сборы, я там с ними, сборниками проходил сборы. Где это находится? Спортивный диспансер. В районе башни. Диспансер. Диспансер. Да. И там они их прокапывают, готовят. И, ну, все законно, допустимо медицина. И сейчас уже пошло лучше становится. Ну, мой респект людям, которые в свое время, да, там, перешагнули не через себя, да, а через тяжести жизни вообще. И которые остались людьми. Там, допустим, если у тебя была болезнь, да, какая-то, там, и ты ее перешагнул и пошел дальше, причем не опустил руки и пошел дальше вот таким. Есть люди, которые избавились от зависимости, там, от какой-то, да, там, от игровой, алкогольной, наркотической. Есть люди, которые перешагнули через это и сейчас очень такие известные или востребованные в своем деле, да, люди. Я вот хочу сказать респект таким людям. Друзья, я хочу выразить респект тем людям, которые не боятся пробовать новые для себя. Это в том числе тебя, Жан, касается. Вокальный конкурс, я думаю, что это не последнее, что ты попробуешь. Ждем тебя на четвертьфинале Лиги КВН ТВА со своей командой. Я думаю, у вас хорошие шансы победить.
Если не во время игры, так после игры точно. Вот. Респект тем людям, которые не боятся пробовать новое. Да, я тоже поаплодирую. Для меня, например, вот есть, часто хочу сказать, вот у нас есть там ребята, парни, там, как и балероны, есть много танцоров, очень много ребят, и я их считаю вот за настоящих мужчин, которые, ну, есть там в силу своей профессии, немножко повадки, которые, ну, и многие там ребята сидят и над ними потихаются, и вот мне каждый раз из-за этого мне приходится с ними ссориться, с ребятами, говорить, а вот вы что сделали в жизни, а это ребята там профессионалы своего дела. Вот я, каждый из них это человек, который заслужит отдельное уважение. А вот очень много есть у нас осуждающих людей, которые ничего не делают, говорят, вот это не то, это не то, не то, не то. Которые, сигареты да, в руках, пиво в другое. Да, там на шее у жены сидит и говорит, там, осуждает других мужчин. Этот мужчина, этот не мужчина. По каким-то своим надуманным понятиям. Да? Очень много у нас блогеров, ребят, которые там не пьют, не курят, там не убивают, не насилуют, но их почему-то люди там, их там за что-то там оскорбляют в соцсетях. А те же самые парни потом спрашивают, а кого ты уважаешь? Каких-то там бандитов, ребят, вот это вот настоящий мужик. Я говорю, за что он мужик, он людей там, он на несчастье других людей живет, наживается, ну, его боятся и за это его уважают. За что? Я, например, их не уважаю, не за что. А людей с дела надо уважать и огромный респект им. Респект тем людям делать. Да. Людям, которые отдаются своему делу полностью, не ленятся и побеждают каждый день себя и свою лень, становятся лучше. Вот так. Отлично. Вот на такой позитивной ноте мы завершаем наше сегодняшнее шоу. Спасибо тебе, да, Ардан. Вот спасибо. Реально с такими людьми, которые говорят очень хорошие, моральные, правильные вещи. И самому хочется быть лучше чуточку, как говорится. Так что, ты на дом собрался? Нет, до гантелечку поднять. А сейчас до дома побежит просто. Я очень рад, если это как-то наша встреча немножко лучше тебя делает. Это будет для меня огромно. Значит, я не зря живу. Свое буддийское предназначение я выполняю. Сегодня для вас были Алча Оржик, Сылдыс Колунду, Константин Куцвалов и Ержан Кыргыз. Всем спасибо. Пока. Спасибо. Пока.